Мы живем в России, самой большой стране мира. И все у нас большое. Вот Кавказские горы. Они протянулись от Черного и Азовского моря до Каспийского. И самая высокая гора Кавказа, России и всей Европы – это Эльбрус. В этих горах текут самые быстрые реки. И самый высокий водопад России тоже тут. А еще на Кавказе больше всего долгожителей. Многим из них больше 100 лет. Это, наверное, потому, что здесь самая вкусная и полезная еда. Ведь даже всеми любимый кефир придумали именно здесь. А какая интересная у горцев одежда. Вот бурка. Она защищает джигитов во время верховой езды от непогоды и даже может служить пастухам палаткой на ночлеге. А еще Северный Кавказ – самая многонациональная территория в России. Тут живут более 40 горских народностей. В одном только Дагестане 14 государственных языков. И на каждом из них рассказывают сказки. И каждая как драгоценный камень-самоцвет. Это было давно. В одном древнем городе жили два друга – Нисан и Немурум. Они дня не могли прожить, чтобы не повидаться. Но вот однажды Нисан заболел, и никто не мог его вылечить. Подобно горящей свече, он таял с каждым днем и стал тонким, как травинка. И вот Нисана не стало. Немурум не мог найти себе места от горя. Почему люди обречены на смерть? Неужели нет на свете такой земли, где никто не умирает? Шли дни, а эта мысль не покидала его. Однажды Немурум спросил у матери: «Неужели ты тоже умрешь, как и мой друг?» «Что сказать тебе, сынок? Если бы прадеды, деды и отцы наши не умирали, то и я бы не умерла. Но нет, сын мой, ничего вечного нет. И ты перестань горевать. Все на свете от Бога. Эй, извини, мама, не верю я твоим словам. Думаю, есть такая страна, где люди не умирают. Я найду это место и найду себе там бессмертного друга». «Нет, сынок, не найдешь». «Найду», прямо повторял он, а однажды утром собрался и вышел из дома. «Прощай, мама!» Бог да поможет тебе в пути. Шел Немурум день, шел второй, шел месяц и еще один. Прошло много месяцев, а юноша все еще был в дороге. И вдруг видит, на чинаре сидит птица. Какая красивая! «Птичка, будь мне другом!» «Я согласна», — радостно ответила птица. «А ты умрешь или нет?» «Конечно. Каждый год я теряю по одному перу. Когда земля под деревом покроется моими перьями, я упаду на них и умру». «Но тогда я не хочу дружить с тобой. Я иду туда, где никто никогда не умирает». «Постой, но ведь куда бы ты ни пришел, смерть настигнет тебя. Ведь ничего вечного нет». И еще 3 раза взошло и зашло солнце. О, какой красивый олень! Давай дружить. Давай. Этот мой.
так дружить. Садись, покатаю. А ты умрешь или нет? Конечно. Все мои предки умерли, и я умру. Каждый год с моих рогов опадает по отростку. И когда все они отпадут, я упаду и умру. Тогда я не хочу с тобой дружить. Ой! Я иду туда, где никто никогда не умирает, воскликнул юноша и отправился дальше. 6 раз взошло и зашло солнце, когда увидел он тигра. Эй, человек, куда путь держишь? Я ищу себе друга и никак не найду. Давай дружить. Давай. Мне тоже хочется друга. А ты бессмертен? Сколько лет живу, а такого не приходилось слышать. Все умирают, люди, звери и даже деревья. И я умру, когда все мои зубы выпадут. Вот, видишь, одного уже нет. Тогда не быть нам друзьями. Прощай. Еще 40 раз взошло солнце, а Немурум все шел и шел, и никого не встретил. А на 40-й день увидел большой красивый дом, а в нем девушку. О, какая красавица! Эй, юноша, куда путь держишь? Я ищу такое место, где никто никогда не умирает. Это место здесь. Да? Так пусти меня к себе. Ну, заходи. И стали они жить вместе. Да так хорошо, как мечтает жить каждый человек. Все, чего пожелаешь, исполняется. Чего захочешь, появляется. Время шло, а сколько его прошло, неизвестно. В стране бессмертия дней не считают. Прошло времени во много раз больше, чем человеческая жизнь. А они все не старели. Но вот однажды Немуруму вспомнились родные места и мать, которую он оставил. Послушай, дорогая, что-то скучаю я по родным местам. Хочу маму повидать, соседей. Что ты, дорогой? Из тех, кого ты знал, давно никого нет. Много веков прошло, много поколений сменилось. Все умерли. Но Немурум не поверил и настаивал на своем. Ну что же, если тебе очень хочется, иди, сказала жена и дала ему 4 яблока. Возьми эти яблоки, но только смотри, не роняй их и не ешь. Проходил он той же дорогой, которая когда-то привела его в страну бессмертия. Ой! И тут Немурум понял, что это клыки тигра, которому он предлагал дружбу. Хороший был тигр, красивый. И тут у него выпало одно яблоко. И Немурум сразу же посидел. Долго ли он шел, сильно ли уставал, это ему знать. Но вот он оказался в долине, где когда-то встретил оленя. Эх, не стал я тебе другом. Прости, олень. И тут у него выпало 2-е яблоко. И Немурум почувствовал, что постарел. Через много дней добрался он до той чинары, где когда-то сидела птица и пела песни. И тут он выронил 3-е яблоко. И Немурум почувствовал, что стал совсем старый. Да, правы были они все. Ничего вечного нет.
Все живет, пока не придет смерть. Добрался он до родного города, где похоронил когда-то своего доброго друга Нисана и где оставил старую мать. Все здесь стало другим. И дома, и люди, и их одежды. Стал спрашивать о своей матери, но никто ее не помнил. Привели его к 200-летнему старику, и тот сказал: «Сам я не видел твоей матери, но слышал от стариков, что жила здесь в давние времена одна старушка. Говорят, умерла с именем сына на устах, а сын ее ушел искать бессмертную землю и не вернулся». И, наконец, на старом кладбище он отыскал могилу матери. Нагнулся Немурум над могилой матери и поцеловал ее. В этот миг он выронил последнее яблоко и почувствовал, что силы покидают его. Напрасно пришел я сюда. Лучше бы послушал жену. Лучше бы жил с ней там. И стал он просить Азраила, чтобы тот взял его душу. И сказал Бог Азраилу: спустись к этому старцу, возьми у него душу, успокой его и похорони. Что ты делаешь? Я копаю могилу. Могилу, говорю, копаю. Умирает один старик. Он, кстати, такого же роста, как и ты. Не ляжешь ли в яму? Ну, хочу проверить, годится ли. Ну как? Самый раз. Заждались мы тебя, Немурум. Где же ты был так долго? Да, и вправду, на свете ничего вечного нет. И вы, шагая по лику земли, не забывайте дорогу к небу.